Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Счет погибших во время теракта в Брюсселе идет на десятки. Ответственность за взрывы взяли на себя боевики Исламского государства. Жители города напуганы и пытаются покинуть столицу. Когда я вышла, я увидела много людей. Они были в крови, и я побежала из аэропорта. Во всем здании царил хаос. 22 года лишения свободы и 30 тысяч рублей штрафа. Российский суд признал украинскую летчицу Надежду Савченко виновной в гибели российских журналистов в Украине и незаконном пересечении границы. Савченко своей вины не признает. В Центральной Азии продолжается празднование Науруза. Здесь все чаще говорят о том, что языческий праздник не должен отмечаться на государственном уровне. Однако для жителей региона Наурuz – один из самых любимых праздников в году. Наурuz это нужно обязательно. Это Новый год по нашему мусульманскому календарю. Надо Новый год отмечать. Компания Apple представила новый iPhone. Модель смартфона является бюджетной и получила название iPhone 5 SE. Apple также показал новый планшет, аксессуары для своих часов и новые приложения для своих гаджетов. Количество жертв теракта в Брюсселе достигло нескольких десятков человек. Напомним, в столице Бельгии во вторник утром произошло по меньшей мере 3 взрыва. Сначала 2 взрывных устройства были приведены в действие в брюссельском аэропорту. Спустя час после этого бомба взорвалась на станции метро в центре Брюсселя. В аэропорту Брюсселя Завентем 2 взрыва прогремели около 8 утра. В зале вылета частично обвалился потолок. Люди в панике побежали на улицу. Часть пассажиров вывели из здания аэровокзала прямо на взлетную полосу. По словам очевидцев, перед взрывами в аэропорту они слышали стрельбу и крики на арабском языке. Одна из женщин рассказала нашим корреспондентам, что происходило в здании аэровокзала в это время. Я пошла в туалет и где-то через 5 минут услышала взрыв. Потолок начал рушиться, я спряталась под раковиной, и тут раздался второй взрыв, и дальше все темно. Когда я вышла, я увидела много людей, они были в крови, и я побежала из аэропорта. Во всем здании царил хаос. Последний взрыв произошел на станции метро Маальбек в нескольких сотнях метров от штаб-квартир Еврокомиссии и Европейского совета. Вы видите кадры, которые распространяют пользователи социальных сетей. На них люди выбираются в туннель из остановленных между станциями поездов метрополитена. Сразу после взрыва движение всех поездов метро было остановлено. Позднее были отменены поезда в Брюссель из Лондона и Парижа. По решению бельгийских властей временно была закрыта граница между Бельгией и Францией. В Бельгии введен максимальный уровень террористической угрозы. Усилены меры безопасности. Сегодня утром, как только стало известно об атаках в Брюсселе, я отправил дополнительно 1600 полицейских по всей стране, включая пограничные посты, воздушные, морские, сухопутные и транспортные узлы. Некоторые районы Брюсселя были оцеплены полицией. Студентам университетов и школ было рекомендовано оставаться в своих учебных заведениях. Многих людей не выпускали из офисов. Мы находимся в офисе, непосредственно в этом квартале. Мы не можем ни выйти, ни зайти. Честно говоря, мы ожидаем, что рабочий день будет очень долгим, что нас могут держать в помещении достаточно долго. И даже вот вопрос с едой как-то так возникает. Все мелочи по сравнению с тем, что происходит с ранеными. Такие шокирующие новости, привозят людей без рук, без ног, в том числе детей. Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе был задержан Салах Абдесалам, предполагаемый участник ноябрьских терактов в Париже. Несколько месяцев назад он бежал в Бельгию. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндер заявил, что Абдесалам готовил теракты и в Брюсселе, но какие именно, не уточнил. Обычно подготовка к такого рода атакам занимает больше, чем 3-4 дня. Тем более мы видим, что атаки в аэропорту и в метро были скоординированы. Разработка, координация и подготовка таких атак, как правило, занимает несколько недель, а не дней. Но вполне возможно, что у террористов уже был план, но они решили ускориться после ареста Абдесалама. Ответственность за взрывы в Брюсселе взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». База огневой поддержки США в Северном Ираке была подвержена атаке со стороны сил так называемого «Исламского государства». По словам пресс-секретаря Пентагона в Багдаде, никто из американских военных не пострадал. Скорее всего, нападение на базу было ответом на авиаудары США по позициям ИГИЛ в Мосуле 2 дня назад.
Это кадры, полученные агентством Рейтер и снятые во время нанесения США авиаударов. Мишенью американских самолетов были опорные пункты ИГИЛ в Мосуле. По данным организации Air Wars, которая отслеживает последствия авиаударов, в результате этой атаки погибло более 20 мирных жителей, несколько десятков террористов и 1 американский военнослужащий. Напомним, что так называемое «Исламское государство» захватило второй, самый большой город в Ираке, Мосул, в июне 2014 года. Тем временем сирийской правительственной армии удалось отодвинуть позиции ИГИЛ в пригороде города Хомс. Они захватили высоту Джубейл, которая дает возможность дальше двигаться в сторону исторического города Пальмира. На этих кадрах видно, что территорию контролируют сирийские военные. Сирийская армия пытается прорваться в Пальмиру, расположенную в 200 километрах от города Рака, которую террористический халифат называет своей столицей. Ситуация на узбекско-кыргызской границе остается напряженной. По инициативе Кыргызстана прошло внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, на котором Кыргызстан представил информацию о развитии событий. Напомним, что 18 марта на участке кыргызско-узбекской государственной границы в Джалалабадской области Кыргызстана Узбекистан выставил по 2 бронетранспортера и КАМАЗа и прислал несколько десятков военнослужащих. Кыргызстан ответил 2 БТРами и несколькими десятками военнослужащих на том же участке границы. В результате переговоров между погранслужбами двух стран количество военных сократилось, но узбекская бронетехника пока не выведена. Действия узбекской стороны вызвали возмущение среди местного населения. В городе Кербен Аксысского района оппозиция провела митинг протеста. Мы связались с журналистом Хулькары Сомовой, которая находится на юге Кыргызстана и следит за ситуацией. На встрече с оппозиционерами и вот на митинг вообще с жителями Аксы приезжал и премьер-министр Кыргызстана Тимир Сариев. Он сказал, что подобные вопросы за 1 час или за 1 день не решаются. Сейчас на сегодняшний момент ведутся переговоры с узбекской стороной, но пока и бронетехника, и военные люди с 2 сторон остаются на этой территории. В последние дни в социальных сетях очень много провокационных видеоматериалов, когда простые граждане пишут о своих недовольствах. Есть такие категории людей, которые собирают людей, массы собирают и хотят уже своими силами решить данный вопрос. Далее в программе. 22 года лишения свободы и 30 тысяч рублей штрафа. Российский суд признал украинскую летчицу Надежду Савченко виновной в гибели российских журналистов в Украине и незаконном пересечении границы. Савченко своей вины не признает. В Центральной Азии продолжается празднование Науруза. Здесь все чаще говорят о том, что языческий праздник не должен отмечаться на государственном уровне. Однако для жителей региона Nauруз – один из самых любимых праздников в году. Nauруз это нужно обязательно. Это Новый год по нашему мусульманскому календарю. Надо Новый год отмечать. Компания Apple представила новый iPhone. Модель смартфона является бюджетной и получила название iPhone 5 SE. Apple также показал новый планшет, аксессуары для своих часов и новые приложения для своих гаджетов. Президент Украины Петр Порошенко предлагает обменять Надежду Савченко на 2 задержанных в Украине россиян. Речь идет о российских военнослужащих Александре Александрове и Евгении Ерофееве, которые были задержаны в мае прошлого года в Луганской области. О возможном обмене президент Порошенко заявил сразу же после оглашения приговора Надежде Савченко. Напомним, что ее приговорили к 22 годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей. Готов передать России 2 российских военнослужащих, задержанных на нашей территории за участие в вооруженной агрессии против Украины. Когда суд признал Савченко виновной, она запела и заглушила голос судьи. Ему пришлось объявить перерыв и удалить всех из зала. Надежда Савченко, депутат Верховной Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила, что не признает вины и не намерена обжаловать приговор. В Донецке, в Ростовской области, работает наш корреспондент Ирина Ромалийская.
Уже во время заседания к зданию суда подошли активисты, которые здесь в официальных российских СМИ называются патриотами. Это представители Национального освободительного движения и партии «Великое Отечество». У них в руках были флаги партийные, флаги самопровозглашенных республик, георгиевские ленты с ними были, портреты Корнелюка и Волошина. Они говорили о том, что пришли поддержать правосудие российское. Нам удалось пообщаться с одним из активистов. Он сказал, что сам из Ростова, но был в Луганской области, когда воевал с правительственными войсками Украины. В это же время в зал заседаний не пропустили 2 украинских депутатов, которые пришли, по их мнению, их не пропустили именно потому, что они пришли в футболках с изображением Надежды Савченко. Ну а в целом здесь на протяжении дня происходят стычки между украинскими журналистами и сотрудниками центральных российских телеканалов. Вы лжете! Вы лжете! Я освещал события на Грушевского, где вас никого не было. Возраста. В общем, целый месяц я... В Париже впервые за несколько лет собрались представители чеченской диаспоры. Она насчитывает более 50 тысяч человек, проживающих в Европе. Среди них и те, кто покинул Россию из-за преследований власти и репрессий. Как живут войнахи вдали от родины? В репортаже нашего корреспондента Гулясы Алкамоловой. В Париж ради первой за долгие годы большой встречи чеченской диаспоры приехали чеченцы из разных стран Европы. Войнахи из соседней Бельгии, Дании и Германии. Изначально встреча войнахов планировала принять около 200 представителей чеченской диаспоры. Но желающих принять участие в мероприятии оказалось больше. Вечер войнахов начался с презентации сборника стихов известного кавказского поэта Шамиля Арбинина под названием «Мне в сердце 100». Нет прошлого возврата больше, а будущее только тайна. Настоящее длится дольше, настоящее и жизнь безвременна. Творческому человеку или не творческому человеку, ему одинаковое отчуждение, он отчуждение. Это очень сильно влияет на его творчество. Его творчество в большинстве бывает связано и с его родиной и отдает нотками именно вот этой грусти, то, что он живет не у себя на родине, не в том краю, где он родился, где он вырос. И спустя годы человек начинает понимать, что его сны большинство связаны с его родиной. На встрече чеченской общины был накрыт стол с национальными блюдами Северного Кавказа и Франции. Многие войнахи пришли с семьями. Один из организаторов встречи войнахов в Париже, политбеженка из России Зара Муртазалиева, уже несколько лет живет во Франции. По ее словам, войнахи умеют сохранять свою культуру даже вдалеке от родины. В Париже очень много чеченцев, но они разбросаны каждый по разным углам. И нет такой постоянной возможности поговорить, встретиться, обсудить. Все-таки своя культура, свой язык. Это очень важно. Это обязательно нужно сохранять, где бы ты ни находился. Кульминацией встречи войнахов была традиционная лезгинка. Молодое поколение войнахов показало гостям, что они и в Европе сохраняют не только национальный танец и язык, а также тот дух войнаха, который можно встретить только у жителей Северного Кавказа. В следующем месяце в Париже ожидается открытие Чеченского культурного центра. Гулясы Алкамолова, «Настоящее время», Париж, Франция. В Центральной Азии продолжается празднование Науруза, который знаменует для персидских и тюркских народов начало Нового года. Как отмечают Наурuz в Таджикистане, расскажет Анушервон Арипов. По традиции празднование Навруза начинается за несколько часов до рассвета. Молодые юноши и девушки собираются вместе, танцуют вокруг костров в яркой, красивой и цветастой одежде, чтобы оставить в уходящем году все плохое. Громкая музыка карная, национального духового музыкального инструмента, и бубнов отпугивают злых духов. Когда гаснет последняя звезда, люди расходятся по улицам, чтобы возвестить о начале Нового года. Кто-то потом идет праздновать домой, но большинство идут в Наврузгох. Самые красивые и нарядно одетые девушки едут на праздник в каретах. Кстати, Наврузгох – огромный развлекательный комплекс, построенный более 4 лет назад, специально для празднования Навруза. Сюда сегодня съехались десятки тысяч таджикистанцев с разных концов республики.
Вокруг комплекса установлены более сотни резных деревянных топчанов. Все заняты представителями какого-то района столицы или других городов и сел. Здесь они раскладывают традиционные угощения для тех, кто пришел отметить Навруз. Каждый старается выделиться и украсить свой дастархан как можно красивее. Красивый дастархон, песни, пляски, театрализованные и цирковые номера. Люди стараются привлечь к своему топчану как можно больше народу. Так веселее, и перед соседями прихвастнуть нужно. Дескать, вот как мы умеем веселиться. Главное праздничное блюдо на дастархоне – сладкий суманак. Его готовят из пророщенной пшеницы, символа Навруза. Существует несколько легенд о появлении этого лакомства, но все они сходятся на том, что суманак наделяет людей физическими и духовными силами. 3 дня пшеницу замачиваем в воде. Затем 12 дней нужно проращивать ее. Пропускаем ростки через терку или дробим камнем в ступе. В котле варим на хлопковом масле с добавлением муки. 1 день и 1 ночь. Вместе с соседями, подругами. А чтобы суманак получился действительно вкусным, обязательно при приготовлении нужно петь песню, которая так и называется «Суманак». Но какой настоящий праздник в Таджикистане может обойтись без плова, приготовленного на костре? Издревле таджики ни один праздник, ни одну свадьбу или Навруз не проводили без плова. Плов – самая любимая наша еда. Его нельзя ни с чем сравнивать. А в самом Наврузгохе таджикистанцев поздравил президент страны Эмомали Рахмон. Навруз приносит нашему народу не только радость и веселье, а является временем созидания и облагораживания. Способствует благоустройству каждой семьи, населенного пункта, города, района, в целом благоустройству нашего края. Навруз, состоящий из таких гуманистических качеств, как добро, прощение, любовь, созидание и благоустройство, превратился в международный праздник, который отмечают во многих странах мира. Торжества на сегодня завершились театрализованной программой, в ходе которой были представлены особые обряды, обычаи, танцы всемирного Навруза. А вот дома в этом году жители страны будут отмечать Навруз скромнее, чем обычно. Как говорят пришедшие на праздник, цены выросли, а доходы, наоборот, уменьшились. Честно говоря, мы готовились, но закупались не так, как обычно. Потратились на все поменьше. Если так подумать, если не вдвое меньше накупили, то на четверть точно. Мы скинулись втроем и пригласили своих друзей домой. Каждый своих, одноклассников, друзей, соседей. Потратили где-то 1600 самани. По сравнению с прошлым годом стало все дороже. Если так навскидку, минимум на 10%. В Таджикистане Навруз будут праздновать до 24 марта. В эти дни состоятся традиционные соревнования по национальному виду борьбы, скачки, концерты. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Наурыз празднуют и в Казахстане. Там объявлены 3 дня официальных выходных, во время которых также проходят народные гуляния. На улицах городов развернулись ярмарки ремесленников. На площадях установлены юрты, где можно попробовать традиционный наурыз коже и свежеиспеченные баурсаки. Дмитрий Беляков с праздничным репортажем из Алма-Аты. Наурыз – главный праздник в году у многих народов Азии. День весеннего обновления и начала Нового года. Наурыз у казахов называют также Улустын Улы-Куны, что в переводе означает «Великий день народа», и отмечают как государственный праздник 3 дня. Тысячи алматинцев вышли на традиционные народные гуляния. Улицы, прилегающие к площади Астана, перекрыты, и на одной из них мастерство джигитовки демонстрируют каскадеры. Неотъемлемая часть празднования Наурыза – ярмарка ремесленников. Все изделия исключительно ручной работы, и прямо на месте можно увидеть, как мастер изготавливает плетку камчу или серебряные серьги с нефритом или бирюзой.
В этом году ювелиры отмечают, что большой популярностью пользуются изделия с изображением шанерака, элемента купола юрты, который символизирует достаток и тепло в доме. По периметру площади Астана белые юрты, в которых наливают традиционный напиток наурыз-коже и угощают свежеиспеченными баурсаками. В центре два помоста. На одном выступают известные казахстанские артисты, на другом свое искусство показывают борцы казахша-курес. Причем, где больше зрителей, сказать сложно. В толпе гуляющих издалека заметно высоких широкоплечих ребят в национальных костюмах с саблями и палицами в руках. К ним постоянно подходят желающие сфотографироваться и расспросить подробнее об истории их костюма. Это актеры театра национального костюма «Орлан». Их наряд весит около 20 килограмм, поэтому все батыры выше 2 метров и с хорошей физической подготовкой. Все костюмы в соответствии с сохранившимися документами и рисунками шьет казахстанский дизайнер Муслим Жумагалиев. В составе театра 40 человек. Попасть в коллектив может физически крепкий парень, владеющий казахским языком и знающий историю Казахстана. Батыры выезжают в Европу, где демонстрируют национальные костюмы воинов и искусство владения оружием. В каждом регионе Казахстана присутствовали именно гвардейские соединения, где были воины больше 2 метров. У них была очень тяжелая броня и очень хорошее оружие. Практически каждый год в Казахстане некоторые теологи или религиоведы высказывают мысль о том, что надо отменить празднование Наурыза на государственном уровне, так как этот праздник языческий. Тем не менее, большинство казахстанцев любит этот праздник. Многие семьи соблюдают традиции, связанные с празднованием прихода Нового года. Наурыз это нужно обязательно. Это Новый год по нашему мусульманскому календарю. Надо Новый год отмечать. Это праздник все равно возрождения, начало новой жизни. Обязательно, обязательно. Это никак. У нас очень мало праздников таких национальных. Это же праздник дружбы. Все весенний день, весенний праздник обязательно должен быть. В этом году празднование Наурыза несет в себе оттенок празднований тысячелетнего юбилея Алма-Аты. До 2015 года возраст города определялся датой основания укрепления Верны, но казахстанские ученые доказали, что первые поселения появились здесь задолго до этого. Важным аргументом послужили серебряные монеты 13 века с надписью «Алмату». В результате ЮНЕСКО включило празднование тысячелетия Алматы в список юбилейных дат. Главными мероприятиями юбилея станут международная конференция и выставка, посвященная истории города. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Корпорация Apple порадовала своих поклонников новыми гаджетами. В первую очередь это бюджетная модель iPhone, которая получила название 5SE. По дизайну смартфон похож на iPhone 5s, при этом его технические характеристики намного мощнее. Также Apple представил новую модель iPad, аксессуары для iWatch и новые приложения для своих гаджетов. Подробности в репортаже Рейтер. Меньше и дешевле. Apple представила новый смартфон. Экспертов он не впечатлил. Функционал iPhone 5SE тот же и в 6s, а экран вновь вернулся к привычному размеру в 4 дюйма. Главная разница – цена. По меркам американской корпорации 5SE весьма доступный продукт. Модель с памятью 16 гигабайтов и камерой с разрешением 12 мегапикселей стоит $400. Эксперты считают, что так Apple пытается бороться с конкурентами, более дешевыми смартфонами, работающими на операционной системе Android. 3 года назад компания уже пыталась зайти на рынок доступных гаджетов с iPhone 5C, но весьма неуспешно. Однако у новой модели есть шанс, считает главный редактор сайта TechCrunch. Эта модель хороша для развивающихся рынков, говорит Мэтью Панзарино, для тех, кто впервые покупает iPhone и, возможно, для молодежи, у которой не так уж много свободных денег. Люди постарше скорее выберут более дорогую модель с большим экраном, но, я думаю, найдется полно тех, кому подойдет и iPhone 5SE. Apple также представила новое поколение планшетов iPad Pro, а вот в умных часах обновились лишь ремешки. Инвесторов презентация не впечатлила. Акции Apple подешевели на 0,63%. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.